Далее смотрите брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Здравствуйте, Елена Николаевна. Прокомментируйте, пожалуйста, эпидобстановку на сегодняшний день в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация достаточно напряженная в республике. За прошедшие сутки на лечение в стационары медицинских организаций республики поступило 76 человек с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Из них 448 новых случаев, которые выявлены в этот день. В стационары города Якутска поступило 54 человека. 5 человек поступило в Горном районе, в Ленском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском по 2 человека, в Мирнинское ЦРБ, в Аймяконскую ЦРБ, в Алекнинскую ЦРБ, Чурапчинскую ЦРБ поступило по 1 человеку. При этом, что касается детей, в стационары поступило 8 детей за текущие сутки. Из поступивших в больницы, в стационары в тяжелом состоянии на сегодняшний день 59 пациентов. И значит, в отделении реанимации врачи на сегодняшний день борются за жизнь крайне тяжелых 8 пациентов, они на ИВЛ. К сожалению, эти пациенты были не вакцинированы. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Несмотря на то, что на сегодняшний день увеличилось количество вызовов и выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции она высока, и в большинстве случаев регистрируется легкое течение заболевания, и наши пациенты получают лечение на амбулаторном этапе. При этом в первую очередь, конечно, это обусловлено тем, что многие из них вакцинированы, соответственно, течение будет легкое, и мы это уже видим. Что касается самой вакцинации, то первым компонентом привито 548 497 человек, это 76,5% взрослого населения. Что касается ревакцинации, то на сегодняшний день наши жители республики проходят ревакцинацию, и эта цифра на сегодняшний день достигает 107 691 человек. При этом это 62% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители республики, напоминаю о том, что необходимо срочно вакцинироваться и ревакцинироваться, поскольку мы уже видим, что течение заболевания у тех лиц, которые получили вакцинацию и ревакцинацию, оно намного легче. Уважаемые жители республики, хочу сказать о том, что сегодня подписан указ главы республики Александра Сергеевича. В данном указе говорится о том, что официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Заполняемость зрительских залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50%. Посещение аттракционов, детских игровых комнат, развлекательных центров школьниками и переведенными на дистант школьниками не допускается. Срок самоизоляции в случаях заболевания членов семьи с ОРВИ и в случаях контакта с пациентами с коронавирусной инфекцией сокращается с 14 дней до 7 календарных дней. Уважаемые жители республики, призываем вас беречь себя и своих близких. Петр Васильевич, также попросим вас прокомментировать работу единого номера 122. Добрый день, уважаемые жители. Вчера была проведена масштабная техническая работа по подключению 5 лечебных учреждений. На сегодняшний день у нас фиксируются недозвоны до номера 122. Связано это с большим количеством вызовов. Меры по устранению вопросов проводятся в полном режиме, и в течение 3 часов ситуация будет исправлена. Спасибо вам большое. Напомним, это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот основные темы. Новые рекорды и быстрое распространение. В стране сохраняется напряженная обстановка в связи с новым штаммом коронавируса. Постепенное освоение территории по программе национального проекта. В Алекнинске открылся новый детский сад. Расскажем об этом более подробно.
Сила воды. 19 января православные христиане отмечают крещение Господне. Расскажем, где в Якутске находятся купели со святой водой. Полной ясности, как быстро в России будет распространяться новый штамм коронавируса омикрон, пока нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Но в правительстве уже насторожены ростом в отдельных регионах числа госпитализаций и больных в средне-тяжелом и тяжелом состоянии. Регионы получат еще 5 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией. В период подъема заболеваемости власти также вынуждены вернуть дома-интернаты в закрытый режим со сменным двухнедельным режимом работы персонала. В Тампонском же районе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистанционное обучение перевели средние школы и также закрытые на карантин детские сады. Подробности в сюжете наших коллег. В образовательных учреждениях Тампонского улуса COVID-19 подтвержден у 8 педагогов, 1 работника и ученика. На удаленку ушли все учреждения дополнительного образования. В 2020 году управлением образования было приобретено 50 планшетов. Все они сегодня активно используются нуждающимися детьми. На сегодняшний день в районе переведены на дистанционную форму обучения 2 школы. Школа села Тополиная до 20 января переведена на эту форму обучения в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. И школа в селе Теплый Ключ переведена на эту форму обучения в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией учителей. Также выявлен единичный случай заражения преподавателя в школе села Мигиналдан. Руководством Тампонского управления образования в рамках учредительного контроля проводятся внеплановые проверки образовательных учреждений по вопросу соблюдения антиковидного режима. Проверяются журналы ведения термометрии, санитарных норм и влажных уборок с применением дезинфицирующих средств. Проверяются пищеблоки образовательных учреждений на выполнение санитарно-эпидемиологических требований. Ведется мониторинг заболеваемости учащихся и работников образовательных учреждений, а также мониторинг вакцинации и ревакцинации работников. На сегодняшний день вакцинированы 84% работников образовательных учреждений. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов работает в республике сегодня, 19 января. Глава федерального ведомства проведет совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года с учетом выделенного из федерального бюджета дополнительного финансирования на охрану лесов от пожаров. Козлов также рассмотрит вопрос строительства объектов инженерной защиты населенных пунктов и территорий региона от негативного воздействия вод в рамках предусмотренного финансирования на 2022-2024 годы. Кроме того, с участием министра состоится совещание по реализации федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». В связи со сложившейся эпидситуацией на основании указа главы республики теперь налоговые органы Якутии принимают население только по онлайн-записи. Такой формат работы продлится до конца января. Как отмечают специалисты налоговых служб, график работы в основном не меняется. Прием граждан по записи начинается с 9 утра и длится до 18 часов, а во вторник и четверг по всем вопросам можно подходить до 8 часов вечера. С каждым клиентом инспектор работает примерно 15 минут. Отметим, что через сайт налоговых служб можно получить более 80 услуг. В Алекминске прошло открытие детского сада. Это первое образовательное учреждение такого масштаба, построенное по национальному проекту «Демография». В саду предусмотрено все – от расположения кабинетов до игрушек. Тему продолжат наши коллеги. Как же долго ожидали этой, казалось бы, простой церемонии. Наконец-то разрезана красная лента на детском садике в микрорайоне ЗСМ. Сегодня у нас открытие самого большого детского сада в нашем районе, детского сада на 240 мест, который закрывает вопрос очередности в городе Алекминске. Поэтому для нас, для алекминчан, это очень такое радостное событие. Понятно, что ленточка – лишь символ, а за ней стоит огромная работа, благодаря результатам которой ребятишки получили теплые, уютные кабинеты, оснащенные всем необходимым. Торжественная минута. Ключ передан хозяйке детского сада. Вручить символический ключ от детского садика. Пожалуйста.
Этот сад дал ориентир, какими должны быть дошкольные образовательные учреждения. Новый детский сад на 240 мест, построенный по федеральной программе демографии. И очень отрадно то, что в Алекминском районе открывается такой светлый, новый детский сад, который наполнен всем оборудованием, которые должны отвечать всем требованиям. А кроме этого, решил вопрос с местами, так востребованными родителями. Знаковый день для города Алекминска, для всего Алекминского района, потому что мы закрыли потребность в детских местах, в детских дошкольных образовательных организациях. У нас было 90 с лишним мест, которые не хватало, да. Ну и, соответственно, мы закрыли потребность в дошкольных образовательных организациях. Елена Фаст, Алекминск. 19 января православные верующие отмечают крещение Господне. В эти дни христиане вспоминают евангельское событие, набирают святую воду и совершают крещенские купания. В храмах города Якутска организовано освящение воды во время божественной литургии и ее раздача после богослужения. Набрать святой воды можно будет в течение нескольких дней. Также воду можно набрать и в крещенской купели, оборудованной на Зеленом лугу и на объекте водоканала. По традиции в этот день архиепископ и владыка освящают воду на оборудованных объектах и в открытых водоемах. Каждый год. Скажите, а как вы думаете, какими свойствами обладает, для чего вообще набираете воду? Ну, она целебная, лечит и чистая. Целебная, умываемся по утрам. Можно жилище брызгать. Уже 42-й год на севере, вот так и каждый год. Скажите, а как используете? Пью потихоньку. Постоянно чувствуешь, что вот уже попил, и совершенно какой-то прилив и силы. Укрепление же сил духовных, душевных и телесных она дается. Ну и, естественно, если вы исповедались, все, причастились и в оставлении грехов. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Напомним, что главной мерой безопасности остается вакцинация. Оставайтесь с нами.